الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Милостью Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, продолжаем с вами изучение Его имен и качеств. На прошлом уроке мы с вами прошли имя Аллаха Аль-Алим, что означает «знающий». И дали определение знанию Аллаха Субханаху ва Тааля и поняли, что оно безгранично. Он знает прошлое, настоящее и будущее, и Он знает то, чего не было, а если бы оно было, то как бы оно было. И сегодня у нас с вами два имени, которые близки по смыслу к имени Аль-Алим. Они тоже возвращаются к знанию Аллаха Субханаху ва Тааля. Это у нас Аль-Латиф и Аль-Хабир. Аль-Латиф и Аль-Хабир – это два имени, как мы с вами сейчас изучим, иншаллах, они также близки к имени Аль-Алим по смыслу, то есть возвращаются к знанию Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. На русский язык у нас переводят Аль-Латиф как проницательный, а Аль-Хабир – ведающий. Аль-Латиф. Начнем с имени Аль-Латиф. Оно у нас образовывается от глагола латафа. Латафа яль-туфу. Или же латуфа яль-туфу. То есть у него есть две формы. И отсюда исходят два значения. Первое значение латафа яль-туфу, то есть быть мягким. Мягко обращаться, проявлять доброту. И это является в арабском языке, называется латф. Существительное латф, то есть это доброта, это равнодушие, радушие, доброта, щедрость. Это значит латф. Второй же корень латуфа, это значит быть маленьким, ничтожным. Быть маленьким, ничтожным. Латуфа. То есть что-то латуфа, оно является маленьким, ничтожным. И это имя приходит в Коране у нас в 7 аятах. Это имя приходит в Коране в 7 аятах. Некоторые примеры зачитаем. В суре Аль-Ан'ам Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ла тудрикуху аль-абсар, ва хуа юдрику аль-абсар, ва хуа аль-латиф аль-хабир». Его не способны постичь взоры, но он постигает взоры. И он аль-латиф, проницательный, аль-хабир, ведающий. То есть взоры в этой жизни не могут Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля постичь, но Аллах постигает и видит все, потому что Он проницательный, ведающий. В другой суре Аллах говорит: «Инна рабби латифу лима яша, иннаху хуа аль-алим аль-хаким». В суре Юсуф, слова Юсуфа приводятся: «Воистину мой Господь латиф». Сейчас мы в дальнейшем разберем, какой здесь смысл приходит. Латиф по отношению к тому, кому пожелает. Воистину Он знающий и мудрый. И в суре Лукман, наставление Лукмана своему сыну, приводятся его слова: «Я бунайя иннаха ин таку мithqala хаббатин мин хардаль, фатакун фи сахра, ау фи самавати, ау фи ард, яти биха Аллаху, инна Аллаха латифун хабир». О сын мой, говорит Лукман своему сыну, если это зернышко горчицы, горчичное зернышко, и будь оно внутри скалы, или же в небесах, или же под землей, Аллах приведет это. Будь это малейшее деяние, мельчайшее деяние, даже размером с горчичное зернышко, и где бы оно ни было, говорит, на небесах, в скале, или же внутри, под землей, Аллах это приведет. То есть от Аллаха ничто не скрывается, потому что Аллах говорит: воистину Аллах латиф, и Он хабир, проницательный, ведающий. Что же касательно смысла этого имени в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля. С языковой стороны мы сказали, есть у него два корня, два смысла. Это одно значение. Это быть добрым, щедрым, радушным. И второй корень – это у нас быть
мелким или ничтожным. То есть маленьким, мелким быть. Или также тонким. Два смысла. А что же это означает в отношении Аллаха Субханаху ва Тааля? Приведем некоторые высказывания ученых в отношении этого имени, как они его объясняли. Катада, ученый, он говорит: «Инна рабби латифу лима яша». Мой Господь латиф, кому пожелает. Для того, кого пожелает. Слова Юсуфа. То есть, говорит, он проявил доброту и радушие в отношении Юсуфа, когда он, во-первых, спас его от его братьев, он дал ему, как мы знаем, спасение из колодца, когда его братья выкинули его в колодец. Караван Аллах Субхану ва Тааля направил туда, который его забрал из этого колодца. Потом он дал ему в Египте хорошее жилище под богатым, уважаемым человеком. Потом сделал его знатным и возвысил его в Египте, и потом уже привел его братьев к нему. То есть кисса Юсуфа мы многие знаем, если никто не знает, можно с ней ознакомиться. В Коране есть отдельная сура Юсуф, то есть сура Юсуф, она полностью про пророка Юсуфа. Вся его история можно прочитать, это очень интересно. То есть то, как Аллах Субхану ва Тааля оказал ему свою доброту, щедрость и радушие. Ибн Джарир ат-Табари говорит: латиф, то есть тот, который знает все действия своих рабов. Латиф, тот, который знает все действия своих рабов, будь оно маленькое или будь оно большое. Хаттаби же говорит: латиф — это тот, который добр по отношению к своим рабам. И он проявляет доброту так, что они не чувствуют этого. Он проявляет свою доброту так и свою милость оказывает таким образом, что они не чувствуют этого. То есть мягко, без какого-то, высокомерия, проявления какого-то высокомерия. Он делает это мягко, человек, его рабы даже этого не чувствуют. И он делает им, создает причины для достижения их целей. Создает им причины, чтобы они могли достигать своих целей в этой жизни и целей в ахирата. И также Ибн аль-Кайим в своих стихотворной Науния, то есть это форма стиха, которая называется Науния, Ибн аль-Кайим говорит: и он латиф, то есть по отношению к своим рабам и о своих рабах. И латиф в его качестве имеет два смысла. Это знание всего сокрытого и незначительного. И это мягкость и доброта к своим рабам, он говорит. То есть из высказываний ученых, которые мы с вами прошли, есть и другие ученые, которые, конечно же, высказывались, муфассиры. Мы можем прийти к выводу, что имя Аллаха Аль-Латиф, оно имеет три смысла. Первый смысл, значит, Аллах, Он ведающий, проницательный и знает все до мельчайших деталей. Все мелкое, все ничтожное, каким бы оно ни было, все скрытое, Аллах Субхану ва Тааля знает. Латиф аль-Ильм, то есть у него знание, Он ведает все. И второй смысл, Он добр по отношению к своим рабам. Он добр по отношению к своим рабам, и Он оказывает свою милость и доброту так, что они даже этого не чувствуют. И Он дает им вот эту доброту, свою милость, оказывает пропитание даже оттуда, откуда они этого не ждут. Да, как в суре Ат-Талак Аллах Субхану ва Тааля говорит: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Тот, кто будет богобоязненен, тот, кто будет бояться Аллаха, совершая Его повеления и сторонясь Его запретов, Он даст ему выход из любой ситуации. И даст пропитание оттуда, откуда он этого даже не ждет. То есть это и есть доброта Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И третий смысл, который можно вывести, то, что знание об Аллахе Субхану ва Тааля настолько тонко и сложно, что его невозможно постичь. Его невозможно постичь, познать или с чем-то сравнить. Вот такое вот значение также вывели ученые. То есть латиф в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, то, что знание о Нем, Его сущность, это настолько глубокое и сложное знание,
настолько тонкое, что его невозможно постичь. Такими вопросами, как, каким образом, а подобно чему. То есть он непостижим. Вот что значит также имя Ал-Латиф. И что же из этого следует? Какие мы можем выводы и пользы извлечь от имени Ал-Латиф? Во-первых, конечно же, Аллах Субхану ва Тааля знает каждое наше действие. Маленькое, великое, скрытое, явное. Аллах Субхану ва Тааля, от него ничто не укрывается. И в судный день Аллах покажет своему рабу каждое его действие, каждое слово, которое он произнес в этом мире, как мы уже прочитали с вами аят из суры Лукман, когда Лукман дает наставление своему сыну, что мельчайшие деяния, будь это даже, говорит, с горчичное зернышко. Почему здесь говорится о горчичном зернышке? Потому что Лукман таким образом доносит до своего сына, приводит пример того, что считается самой легкой вещью. То есть человек даже не почувствует вес горчичного зернышка. И даже весы, которые были в те времена, говорят, то есть в наши дни, ладно, понятно, есть там весы, которые измеряют до граммов, да, но раньше горчичное зернышко положишь ты на весы даже не ощутят этого. То есть такое, настолько оно ничтожно. И таким образом Лукман доносит до своего сына величие Всевышнего Аллаха и величие его знания. Он даже знает вот это горчичное зернышко, которое мы даже не чувствуем, не ощущаем, и которому даже значения не придаем. И наше любое действие, какое бы оно ни было, Аллах Субхану ва Тааля знает и ведает. Второе. Знание этого имени уберегает раба Всевышнего Аллаха от совершения грехов. Потому что знает, какой бы грех, какое бы действие он ни совершил, Аллах о нем знает. И в судный день он это приведет. И каждое благое действие Аллах Субхану ва Тааля в судный день покажет своему рабу и взвесит это каждое деяние. Как в суре Аль-Анбия, 47 аяте, Аллах Всевышний говорит: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. И в этот день, в судный день, говорит, мы установим справедливые весы. Мы установим справедливые точные весы. И в этот день никому не будет проявлена несправедливость. То есть эти весы, они точные. И все до мельчайших деяний они взвешивают и учитывают. И из-за этого и никому не будет, ни с кем не поступит в этот день несправедливо. Если даже это, говорит, горчичное зернышко, деяние размером с горчичное зернышко, с весом в горчичное зернышко, Аллах говорит: «Атайна биха», мы это приведем. Каждое деяние. «Вакафа бина хасибин», и довольно того, что мы ведем счет, говорит. Аллах Субхану ва Тааля ведет счет, и ангелы, как мы знаем, записывают каждое наше деяние, которое бы мы не совершали. И в суре Зальзаля, который мы многие знаем, часто читаем в Коране, что говорит: «Фаман я'маль мithqala дharratin хайран яра, ва ман я'маль мithqala дharratin шарран яра». Кто совершил деяние весом в пылинку, благое деяние, хайр, он это увидит. Кто совершит греховное деяние размером в пылинку, он это в судный день увидит. И тогда, после весов, Аллах Субханаху ва Тааля, кому пожелает из своих праведных рабов, Он дарует, то есть увеличит их и приумножит их благие деяния. Приумножит их благие деяния. И кому пожелает, Он простит прегрешения. И также Аллах Субханаху ва Тааля накажет за совершенные грехи того, кого пожелает из своих рабов по своей справедливости. И как мы поняли также, что имя Ал-Латиф, Аллах, Он добр по отношению к своим рабам. Он добр, Он щедр, Он великодушен, радушен по отношению к своим рабам. И что же это означает? То есть Он желает своим рабам лишь благое и легкое. «Юриду Аллаху бикум аль-юсра, валя юриду бикум аль-усра». Да, в другом аяте Аллах Всевышний говорит: Аллах желает вам лишь облегчение. Он не желает вам тяжелое, сложное, отяготить вас. Нет, Аллах желает нам лишь легкое. Религия — это, по сути, то,
на самом деле лишь облегчает многую нашу жизнь, аспекты нашей религии. И Аллах Субхану ва Тааля, Он облегчает достижение наших целей, устанавливает причины, дарует нам причины, с которыми мы достигаем своих целей в этом мире. И тут также вернемся к аяту о Лукмане. Вот тоже так, имам Аль-Куртуби, муфассир, дает другое толкование этому аяту. Первое значение аята, как мы поняли, Аллах ведает о каждом нашем деянии, и в судный день Он приведет это деяние. Потому что Аллах, Он Аль-Латиф, Аль-Хабир. Он проницательный, то есть знает каждое действие. А имам Аль-Куртуби же, он также взял и другое значение имени Аль-Латиф. Какое значение? Добрый, радушный. И как он его объяснил? Он говорит, здесь Лукман говорит, объясняет своему сыну, то, что Аллах добр и великодушен к своим рабам, вплоть до горчичного зернышка, говорит. То есть, если у какого-то из его рабов есть ризк, пропитание в каком-то месте, будь это даже размером с горчичное зернышко, Аллах его дарует ему, говорит. То есть, вот с этой стороны имам Аль-Куртуби также тафсир сделал. И поэтому из этого это следует. Таким образом, Лукман также довел до своего сына то, что не надо беспокоиться о том, что ризк, то, что ты потеряешь свое пропитание, свой ризк, и тем самым, обманываясь этому, отступать от поклонения Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И как это в наше время много и часто происходит. Человек отдается этой дунье, да, он беспокоится за свой ризк, беспокоится то, что ему не хватит, не сможет прокормить свою семью, своих детей, и оставляет поклонение Всевышнему Аллаху. Как часто людям, которые далеки от религии, когда ты говоришь, приди в мечеть, давай вставать на намаз, поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, он говорит, мне некогда еще. У меня столько полно долгов, у меня нужно этих вырастить, накормить, этих женить, выдать замуж, кого-то в институт, да, отправить, дать образование. И он много-много-много причин приводит. И думает, что это есть оправдание. И так вот этот человек вообще заблуждается очень сильно. Потому что он не понимает, что ризк от Аллаха Субхану ва Тааля. И как бы ты ни старался, ты все равно не получишь больше, чем Аллах Всевышний тебе предписал. Если ты хочешь, чтобы достичь вот этих целей, ты наоборот, в первую очередь, должен совершать поклонение, приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, и тогда вот это все твои цели, все, что, в чем ты нуждаешься в этом мире, оно тебе облегчится. И также, конец имени Аль-Латиф можно привести слова имама Аль-Газали, что он говорит. Аль-Латиф говорит, это имя, он тот, который знает вещи со всеми их тонкостями, каждая до мельчайших деталей. И он также тот, который оказывает доброту и радушие всем своим рабам. И говорит, если вкратце сказать, невозможно оказать полное радушие и доброту, не зная тонкостей всех своих творений. То есть полная доброта, радушие, щедрость будет оказана лишь тогда, когда ты знаешь до мельчайших деталей того, кому ты оказываешь эту доброту. Ты знаешь все его тонкости, все его то, как он устроен, все его слабости, сильные стороны. И лишь когда ты все это узнаешь, ты можешь оказать ему полную доброту. То есть вот эти два смысла он вместе соединил. И что говорит к этому, например, и если мы начнем перечислять, во-первых, говорит, если мы попытаемся понять, как же Аллах знает все вещи до мельчайших тонкостей, мы, говорит, этого не сможем понять. Мы этого не сможем понять, потому что Аллах, Субхану ва Тааля, Он един, и, как мы уже говорили, мы не сможем Его постичь своим разумом. Но нам лишь достаточно того, что Он, как Он сказал, у Аллаха, перед Аллахом, будь оно великое или же будь оно мелкое, это все равно, одинаково по знанию. Ему нет ни сложности, потому что, например, это ему легче познается, а это сложнее. Нет перед Аллахом такого. Перед Аллахом нет такого, то, что великое, большое, явное он знает легче, а что-то скрытое, мелкое, ничтожное ему труднее дается познание этого. Нет, перед Аллахом все равно.
Он одинаково все это знает. И в нем нет ничего сложного перед ним. А если же мы, говорит, начнем перечислять всю ту доброту, которую Аллах Субхану ва Тааля оказывает своим рабам, то мы не сможем это даже в многотомные книги все вписать. Потому что, и он пару лишь маленький пример приводит сотворение человека. Аллах Субхану ва Тааля создал человека и поместил его в утробе своей матери под защитой от внешних воздействий, от внешних факторов. То есть, потому что ребенок – это зародыш, он слаб, и любое воздействие извне, конечно же, будет отражаться на нем. И он дал ему не только защиту, он дает ему ризк, пропитание. Каким образом? Через пуповину. Он 9 месяцев в утробе матери получает ризк через пуповину. И когда он, говорит, рождается, Аллах Всевышний, что уже продолжает давать ему пропитание через молоко, через грудное вскармливание. И он внушает своему этому рабу, этому ребенку новорожденному, который ниоткуда, никто ему этому не обучал, он не мог это никак знать, он тут же начинает тянуться к груди матери. Кто этому мог обучить? Он только что родился, а он уже знает, даже будь то светло или темно, он уже тянется, и он уже знает, где материнская грудь. Это Аллах Субхану ва Тааля ему внушил по своей доброте и милости. И говорит, еще есть также тонкость, то, что зубы детские, они не начинают сразу же, говорить, выходить. Почему? Для того, чтобы вот эти витамины и питательные вещества, получаемые через грудное вскармливание, они не уходили на рост зубов, а уходили на что? На развитие организма, на укрепление костей и на рост самого ребенка. И потом уже, когда появляется нужда, уже именно в момент, когда ребенок способен принимать пищу, жевать пищу, то есть уже грудного молока ему недостаточно, нужно еще что-то ему давать, еду, и он начинает нуждаться в зубах, чтобы это разжевывать и откусывать, и в этот момент уже начинают все появляться зубы. И зубы, говорят, они не только одного вида. Там, говорят, есть зубы, которые резцы, да, есть зубы, которыми нужно разжевывать. И вот, то есть, если начать вот до таких тонкостей и мелочей разбираться, мы познаем то, насколько Аллах Субхану ва Тааля знает нас до мельчайших деталей, до мельчайших тонкостей. Наш организм, то, что для нас хорошо, то, что для нас плохо. И уже зная это, Аллах оказывает нам свою доброту и милость. Это, если об этом задумываться, то, субханаллах, то есть, мы понимаем, то, что религия Аллаха, то, что есть какие-то запреты, есть какие-то приказы, она установлена по глубокому знанию Аллаха Субхану ва Тааля. И что бы там ни было запрещено, значит, в этом есть для нас вред. Что бы для нас не было разрешено или приказано, значит, в этом есть для нас польза. Мы можем этого даже сейчас не понимать, можем не познать мудрость этого, но в этом, несомненно, есть мудрость. Потому что Аллах Субхану ва Тааля Аль-Хабир, Он знает, даст нас до мельчайших деталей и тонкостей. Это что касательно имени Аль-Латиф. И имя Аль-Хабир также вкратце разберем. Смысл близкий, как мы уже с вами сказали. С арабского языка Аль-Хибр, Аль-Хубр, Аль-Хибра, Аль-Хубра, Валь-Махбара, Валь-Махбура. Это все, значит, существительные, которые означают смысл знания о чем-то. Как, например, говорят арабы, «Мин айна хабарта хада аль-амра», то есть, откуда ты узнал это? То есть, аль-хибр, аль-хубр, аль-хибра. Аль-хубра – это именно существительный, который переводится как знание. И аль-хабир – это тот, который знает о чем-то. Аль-хабир, который знает о чем-то. И это имя у нас в Коране пришло в 45 аятах. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. И Аллаху принадлежит наследие небес и земли, и Аллах знает, хабир, то, что вы совершаете. «Инна Аллаха би'ибадихи ла хабирун басир». Аллах знающий, или как переводят, ведающий о своих рабах и видящий их. «Инна раббахум бихим йома идиль ла хабир» в суре Адият, который многие мы знаем. И в этот день Аллах говорит, знающий, ведающий о них, о своих рабах.
И что же касается этого имени в отношении Аллаха, значения, то приведем некоторые слова ученых, как Ибн Джарир ат-Табари, также Муфассир говорит хабир, то есть знающий о каждой вещи, о каждом действии, о каждом действии своих, о каждом деянии своих рабов он знает, и он это все хранит и не забывает. Он это все хранит и не забывает. Какая же есть разница между аль-илм и аль-хибр, аль-хабар, аль-хибр, аль-хибра? Какая же вот есть разница между знанием, вот аль-илм, который мы с вами проходили, и между аль-хибр, от которого образуется имя хабир? В отношении Аллаха, субханаху ва тааля, это означает то, что Аллах знает все до тонкостей, то есть они близки по смыслу. Но если же взять смысл касательно его творений, то есть в мирских, в деяниях его творений, например, знание аль-илм и аль-хибр в отношении людей. Знание аль-илм – это то, что в основном постигается легко, и оно ясно, открыто. А аль-хибр же – это лишь то знание, которое постигается посредством опытов, экспериментов. Поэтому даже аль-хибра, есть такой перевод имени существительного аль-хибра – опыт. То есть то знание, которое постигается, оно неявное, оно скрытное, и чтобы его постичь, нужно что сделать? Провести какие-то опыты, эксперименты, и проявить усердие, и тогда только ты постигнешь этого знания, а так оно неявное. Так вот, из этого мы можем сделать вывод, то, что Аллах, субханаху ва тааля, естественно, Он не нуждается ни в каком опыте, ни в каких экспериментах, исследованиях каких-то, чтобы достичь знания. Он даже вот эти вещи, которые скрыты и неявны, Он их знает изначально. То, что мы, например, люди достигают, изучая это, может, годами, десятилетиями, исследуя, экспериментируя, только постигают это, Аллах, субханаху ва тааля, это уже знает. Вот такую вот можем разницу в имени Аль-Хабир мы вывести от имени Аль-Алим. То есть с вами мы сейчас прошли имя Аль-Латиф, да, имя Аль-Хабир. Имя Аль-Хабир, мы сказали, пришло в 45 аятах. Имя Аль-Латиф мы с вами в самом начале урока сказали, сколько раз пришло? 17 или 18? 7 раз, да. А имя Аль-Алим, мы сказали, пришло 157 раз. И то есть больше 200 раз, фактически, Аллах, субханаху ва тааля, нам напоминает в Коране о своем знании. И это, конечно же, является для нас предостережением, чтобы мы всегда помнили о том, что наши все деяния, наши слова, где бы мы ни были, с кем бы мы ни находились, то, что у нас в сердцах, с каким намерением мы их делаем, это все Аллах Всевышний, субханаху ва тааля, знает. В этом мире человека можно обмануть, можно человека провести, да, смошенничать, провести, да, каким-то образом, но Аллах субханаху ва тааля это видит. И Аллаха субханаху ва тааля ты не проведешь, ты не перехитришь и не спрячешься от Него. Каждый наш шаг, Аллах Раббабаз, Всевышний это видит. И нам надо это всегда, конечно же, каждому рабу, каждому мусульманину это помнить. Не только в мечети. В мечети, альхамдулилля, мы все пытаемся, мы все такие радушные, улыбаемся друг другу, салям даем, альхамдулилля. Но потом уже, когда выходишь из мечети, там уже познается на самом деле твоя искренность, какой же ты на самом деле мусульманин. И очень, огорчает, когда слышишь о братьях или о сестрах, то, что у них какие-то проблемы в семье, как они себя ведут в семьях, там даже не подумаешь, что этот брат способен на такое, или эта сестра способна на такое. То есть религия, ислам, это не только в мечети, не только среди братьев, оно как раз-таки то, как ты обращаешься у себя дома со своей семьей, со своими детьми, как ты себя ведешь. Просим Аллаха субханаху ва тааля сделать полезными те знания, которые мы получаем, и
облегчить совершение деяний согласно знаниям, которые мы с вами получили. Субханак Аллахум бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر.